Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Сегодняшняя лекция будет посвящена генетическим исследованиям. В некоторой степени это продолжение. Не так давно летом была лекция от Александра Муратовича Сабитова, тоже связана была с ДНК. Раз мы здесь все собрались на эту тему, у меня вот вопрос, а кто вообще имел какое-нибудь отношение к генетическим исследованиям? Ну вот в последнее время популярные тесты, которые, наверное, корректно бы назвать генеалогические ДНК-тесты, которые связаны, или люди делают в частном порядке для того, чтобы углубиться именно в поисках своей генеалогии, каким-то образом себе помочь в этом деле, ну и посмотреть на свое происхождение. Ну и в целом получается, что они доступны, и по идее, до недавнего времени любой человек мог это сделать. Раньше можно было просто в иностранной лаборатории делать, сейчас мы делаем только в России. Сейчас нам доступны только российские лаборатории. Эти же генетические исследования в последнее время используются как инструмент и в истории. Вот сфера лично моих научных интересов — это история татар касательно от 15-17 века. Диссертация у меня была посвящена истории татар-мещеры. Их принято называть мишарями, хотя, в принципе, мне не очень нравится этот термин. Ну, сейчас уже от этого никуда не уйти, он уже общепринят. ДНК-тесты мы уже пытались использовать. Вот с тем же Джексалыком проверяли знатные рода касимовские, общеармянские, Ширин, Кипчак, Аргын, Мангит. Вот, проверяли также и местные представители местной знати. Иногда это было очень удачно. Например, досталось нам шажаре рода Давлеткальдеевых. Оно оказалось достаточно глубоким, уходило уже в дописьменные времена, и там среди имен оказалось имя Идибердей. И есть еще татары такие Дибердеевы. Вот, и нам хотелось бы узнать, а вот эти Дибердеевы имеют отношение к роду Давлеткальдеевых? Вот как раз там такие же ДНК-тесты показали, что это возможно. Есть очень высокая вероятность, что действительно они являются родственниками, и где-то там их общие предки в более старое время разошлись. Ну и помимо прочего, мне еще пришлось принять участие в большом исследовании, которое проходило под руководством Института истории. В основном оно было посвящено изучению Y-хромосомы. Перед тем, как дальше начать, лично я сам столкнулся с генетическими исследованиями где-то давно достаточно, где-то в 2009 году. Тот же мой друг Джексалык, он говорит, давай мы проверим твою Y-хромосому и посмотрим, к какому роду восходят Акчурины. Вот я наивный тогда еще подумал, что 2009 год, в то время уже база у казахов там была больше 100 человек, они, соответственно, своих участников проекта уже делили по родам, там Найман, Аргын, самые, которые распространенные у них города были. Я наивно думал, вот сейчас получу свою Y-хромосому, сравню и пойму, к какому роду будет относиться наш, уже к известному роду. Но реальность оказалась другой. Вышла другая группа, сразу скажу, J2B. Она вообще, как уже потом удалось узнать, она вообще имеет европейское происхождение от древних европейцев, даже еще до индоевропейской экспансии, скажем. Собственно, через меня, получается, проходило очень много тестов, там больше 1000 точно. Со многими людьми я общался, лично обсуждали мы их тоже результаты. И, в общем, я пришел к такому наблюдению, что в целом татары, которые себя тестируют, у них есть ожидание получить какую-то азиатскую гаплогруппу. Обычно те, кто у меня, с кем я сталкивался, получал ее, они были довольны и продолжали дальше изучать. Те, кто получал какие-то европейские гаплогруппы, они немножко задумывались, в некий такой тупик заходили и скорее просто забрасывали это идею и
это направление и дальше, в общем, никак себя не продвигали. То есть, и когда вот у нас только первые тесты стали приходить, там мы, например, я буду пользоваться такими словами, как гаплогруппа, и вот пришла, там первая же вот у нас участник был там с гаплогруппой R1A, причем ближайшие у него совпаденцы оказались европейцы, и я сам тогда тоже, это еще в далеком 2009 немножко вошел в тупик, подумал, ну, может быть, какие-то, мы же читали там, что татары участвовали в Ливонских войнах, там других а, западных каких-то компаниях с российским государством. Вот думал, может быть, спросил даже на всякий случай, а нет ли у вас там в роду какое-нибудь предание, что вы пленные или там потомки пленных или что-то такое? Он говорит, ничего такого нет. Вот. Но со временем, уже сразу как бы забегая вперед, скажу, что разные линии такие стали у нас появляться, и в итоге все-таки мы пришли к выводу, что это что-то другое, что это что-то старое, древнее. Вот. И, наверное, вот этому вопросу тоже мы сегодня, к этому вопросу тоже сегодня обратимся. Ну, как бы перед тем, как углубиться, я все-таки коротко пробегусь, какие бывают тесты, тем более, как выяснилось, здесь многие, большинство не тестировались. Проверяют Y-хромосому. Это самая понятная гаплогруппа, самый понятный вид теста. Он проверяет прямую мужскую линию. В результате нам выдают гаплогруппы, какие-то субклады. Вот. Есть очень похожая мitoхондриальная ДНК, там тоже получают гаплогруппы. Это прямая женская линия. То есть, как они работают, со временем выяснилось, что Y-хромосома от отца к сыну передается практически в неизменном виде. И если у людей где-то похожий результат по Y-хромосоме, то значит они являются родственниками или там какими-то далекими родственниками по вот этой прямой мужской линии. У этой Y-хромосомы периодически случаются так называемые мутации, и в зависимости от того, сколько этих мутаций накапливается, можно предположить, насколько далеко жил общий предок, там, допустим, этих двух людей, у которых вот этот вот результат более-менее одинаковый. Вот. И есть третий вид теста, он на самом деле популярный, все вот эти маркетинговые там, люди состоят там, из 20% там, еврейской крови, это как раз все оттуда. А вот аутосомы на самом деле менее очевидны, их результаты не всегда понятны. Вот, используют несколько методов как бы, анализа аутосомных результатов. Самые популярные это admixture, это когда после анализа аутосомных данных мы получаем набор неких предковых компонентов. Вот, но эти компоненты предковые, они условно предковые, то есть на самом деле это не какие-то популяции в реальности существующие, а то, как эта программа определит, вот, сколько каких компонентов у конкретного данного человека относительно как бы всей выборки, которая в эту программу заложена. Есть и другие похожие методы, ну, вот, например, метод главных компонентов, там, метод генетических расстояний, они на самом деле все апеллируют все равно более-менее к этим, возвращаются, точнее, к этим компонентам. И есть еще один метод, так называемый IBD, где вычисляются общие сегменты. Если кто делал тест, то через IBD мы как раз видим всех наших ближайших родственников. Единственный нюанс, родственников кого-то самого, единственный нюанс, мы не можем понять, по мужской линии или по женской линии эти наши родственники. И еще одна особенность, как только человек оказывается, даже если мы знаем в родстве, ну, где-то там в шестом-седьмом поколении, то уже с помощью этого метода определить, действительно ли он родственник или нет, не бывает возможным. Поэтому именно в исследованиях им пользуются аккуратно. Вот. В целом научные исследования в последние годы в большей степени посвящены, мы говорим про историю, посвящены все-таки археологическим исследованиям, когда изучают древние ДНК или палео-ДНК, то есть ДНК останков каких-то захоронений. Используют все те же самые методы. И вот эти методы с аутосомами, они там наиболее чаще используются. Почему? Потому что когда мы используем Y-хромосому, мы видим только одного предка по прямой
линии, а когда мы работаем с аутосомами, то в аутосомах все наши предки, которые были, они там все у нас отражены. Поэтому там 2-3 образца могут, в принципе, рассказать вообще об истории как бы всей популяции. Ну и перед тем, как продолжить дальше, еще хотелось бы обратить внимание на такую вещь. Вот я уже употребил слово популяция, и вообще, что мы как бы изучаем именно с точки зрения истории. А, Человеческая природа, она такова, что человек не может жить без идентичности. То есть человек — это социальное существо, и свойство любого социального общества — это наличие идентичности. Идентичность может быть разных уровней, но вот самая сильная наша идентичность — это семья. То есть мы, да, знаем, это наши близкие. И есть разные уровни идентичности. Ну вот если брать историю, там, например, там, религиозная идентичность, там, какая-то социальная идентичность. И вот есть такой уровень идентичности, когда люди, даже если они не знают друг друга, но предпочитают осуществлять браки только с теми людьми, которых они считают принадлежащим к тому же обществу, в котором и они себя отождествляют. И в итоге там, где у нас, допустим, какие-то изолированные общества, там более-менее с ними понятно, а где эти смешанные, есть одни сообщества, другие сообщества, то вот этот вот механизм, по крайней мере, в историческое время, неизвестно, как он работает у нас сейчас и будет ли он работать, но в историческое время он как бы работал четко. А значит, поскольку у нас есть браки близкие, то с помощью генетических исследований их можно как-то каким-то образом зафиксировать. И когда используют вот эти... соответственно, вот это сообщество, которое состоит из людей, которые вступают в браки только внутри своего сообщества, и именно в биологии называют популяцией. И вот, допустим, такой встречный вопрос. Вот этнос, этничность и популяция — это равнозначные понятия? Это неравнозначные понятия, и это всегда надо иметь в виду. Это вообще понятие как бы из разных плоскостей, и несколько популяций могут представлять одну идентичность, как и наоборот, как бы одна популяция может, вроде как одинаковая популяция, на самом деле представлять разные идентичности. И поскольку мы все-таки сказали про археологию, то в археологии апеллируют другими немножко понятиями, как археологическая культура. И здесь опять археологическая культура. Можно ли мы назвать археологической культурой популяцией? Можем ли мы назвать археологическую культуру этносом, этничностью? Это такой сложный вопрос. В целом есть ряд археологов, которые достаточно смело говорят, да, это археологическая культура, соответствует какому-то там этносу, но в большей степени или больше специалистов к этому относятся осторожно, скептично. И когда мы оперируем понятиями археологическая культура, все-таки мы должны понимать, это речь не всегда идет о каком-то конкретном этносе. И тем более мы не можем сказать, на каком языке говорили люди, которые к этой археологической культуре когда-то относились. Здесь вот пример современных популяций, которые вот через метод главных компонентов были посчитаны. То есть в чем его суть? Когда разбивают на определенные компоненты, есть как бы показатели ну, как сказать, состава каких-то компонентов в каком-то человеке, вот. И когда вот разложили вот с помощью вот этого метода главных компонентов, то выяснилось, что некоторые популяции, я сейчас говорю именно о популяциях, образуют собственные кластеры. Вот. Ну, в частности, отчасти мы для современных этносов тоже можем применить термин «популяция», и там мы видим, что все татары более-менее сконцентрировались в одной области, точнее, образовали вот одну область, которая отличается от других соседних областей. Если мы посмотрим, то мы можем увидеть, что у нас там есть чуваши,
удмурты, там марийцы, и у них у всех там свои области. Вот чем эти области дальше друг от друга отстоят, тем больше между ними генетическая дистанция. Но этот метод главных компонентов в данный момент, он как бы разделяется на два главных компонента, но можно еще посмотреть на третий компонент, тогда вот эта схема, она станет трехмерной, и, соответственно, то, что мы сейчас видим как бы близким друг к другу, в реальности может оказаться удаленным, если мы еще ведем третью ось. То есть в пространстве, то есть вот этот как бы схема, она не всегда отражает как бы реальность. Вот. И еще такой большой вопрос, что за компоненты мы используем. То есть, когда я сказал, вот используется метод admixture, там используются компоненты, которые программа сама раскидывает, но чаще используют, задают какие-то базовые компоненты, скорее даже которые соответствуют каким-то древним культурам, для того, чтобы посмотреть, сколько именно или как человек, какое имеет происхождение от конкретных культур. Ну, мы можем здесь посмотреть, что вот если там внизу, что полоски здесь вот в этом облаке красным, которым выделено, мишари, татары Поволжья, татары Приурале в основном. Вот, мы можем посмотреть, что вот к ним близки татары, которые называют татар Липка в отдельной области. Это польско-литовские татары. И чуть дальше от них отстоят те, которые в научной выборке были обозначены. Это татары, степные крымские татары. То есть мы видим, что вот эти группы татар, они, в принципе, не так далеки от поволжской группы татар. Если дальше посмотреть, то мы увидим здесь нагаи. Это тоже нагаи разных выборов. Ну, как мы видим, вот здесь в данном случае нагаи немножко пересекаются с каракалпаками. Вот. Ну, а если чуть повыше посмотрим на слайде, получается, с правой стороны вот татарского облака башкиры, они частично пересекаются с татарским облаком, вот этим голубым цветом. Вот. И если посмотрим на башкир, которые восточнее, они уже немножко пересекаются с татарами сибирскими. Вот. И здесь чем удачный получился вот эта схема метода главных компонентов в том, что она даже там более-менее соответствует сторонам света. Хотя к татарам польско-литовским и крымским средним это, конечно, не относится. Ну а в целом, видите, с западной стороны, там уже западные популяции, славянские, финские. Здесь я показал набор гаплогрупп. Это то, с чего мы начинали, это Y-хромосома. Как видим, мы здесь разбили не просто на гаплогруппы, а на субклады, потому что, например, гаплогруппа R1, она, в свою очередь, делится на европейские или азиатские, и, соответственно, это разные миграции. Для того, чтобы не перепутать, мы отдельные субклады разделили, где европейские, где азиатские. Вот. Ну вот, видим, в целом есть некое превышение у одного из субклада R1, он не достигает и 10%. Вот. Он, в принципе, европейский. Даже, точнее сказать, это восточноевропейский. И есть много других. Сейчас вот получается, не будем уж сильно на них внимание заострять, ну, как видим, что они в основном сильно никак не проявляются. То есть там максимальные значения у нас там 7-8% по какой-то каждой линии по Y-хромосоме. Вообще Y-хромосоме, несмотря на то, что она достаточно легко понимается, ну вот родство по прямой мужской линии. От отца, получается, я смотрю, дед, прадед, то есть как бы здесь более-менее все понятно, но я тоже столкнулся с тем, что люди или участники делали себе такие тесты, они немножко как бы переоценивают Y-хромосомы. Почему? Потому что, как мы помним, что с каждым поколением наше количество предков как бы удваивается. И если мы возьмем там 2 поколения назад, то количество предков у нас будет 4, с третьим поколением 8, а где-то через 15 поколений мы выясним, что вот эта наша генетическая линия, конкретная по мужской линии, о которой мы вот исследуем, она будет занимать чуть ли там не 1000 долю процента. То есть вклад вот этой конкретной генетической линии по Y-хромосоме
в нашем генофонде может оказаться мизерным. Но в реальности, конечно, такое не бывает, потому что есть предки, не потомки этого человека, которые в нас окажутся и по женской стороне, и по мужской стороне, то есть они в итоге там могут увеличиться, но в целом вот там иногда видно, там, или людям делают интерпретации, говорят, вот ваши предки там 10 тысяч лет назад там жили, ну, где-то там, вот, пусть на Ближнем Востоке. Что такое наши предки 10 тысяч лет назад? Это там миллионы и миллионные доли процента нашего генофонда. То есть корректнее было бы сказать не предки, а предок. А он, когда мы... Именно конкретный предок, он один в конкретный момент времени. То есть когда мы говорим об Y-хромосоме. И, допустим, вот такая ситуация. Вот человек имеет, условно, ну, часто вот с таким я сталкивался. Получает человек гаплогруппу, которая считается там характерной там, для народов Ближнего Востока. И он говорит, там, ну, допустим, J2, вот, J или J1, и он говорит, я теперь знаю, почему там в нашем роду всегда люди темные. Это никак не связано, то, что люди темные с этой гаплогруппой. Мы видели, да, что уже там на каком-то 10-м поколении оно уже становится вообще ничтожным. Понятно, что конкретно эта гаплогруппа не определила цвет волос у этого человека. Вот это надо иметь в виду. Значит, вот этот вот расклад гаплогрупп мы выделили там на южные, причем под южными мы подразумевали и Южная Европа, Балканы, и Ближний Восток, Анатолия, то есть современная Турция. Почему? Потому что эти гаплогруппы, они и там одинаковые, и зачастую невозможно было понять, откуда они пришли. Или из Балкан, или там через Кавказ, условно. Поэтому мы такие гаплогруппы записали в как южные. Вот таким голубеньким внизу, то есть это выборка по каждой татарской группе, то есть Мещера, это в основном Мишари. Есть горная сторона, это правобережье Татарстана, без Дрожжановского района, в котором в основном живут Мишари. Здесь имеется в виду Зеленодольский, Апастовский район, та историческая область, которая называлась горная сторона, поэтому, видите, мы ее назвали горная сторона. За Казани это все районы, которые находятся, получается, на левом берегу Волги и севернее Камы. Вот это за Казани. Восточное Предкамье — это приблизительно Геогрызский район. А Восточное Закамье — это наши восточные районы, это наши восточные районы Татарстана. Есть у нас участники, которые тестировались из Республики Башкортостан, и, соответственно, вот мы вывели какие-то средние показания, и мы как видим, что они более-менее у нас там для разных групп имеют одинаковую, вернее, все группы имеют более-менее одинаковую структуру и одинаковый состав по Y-хромосоме. И таким образом вот у нас, получается, максимальным синим цветом это восточноевропейские гаплогруппы, в первую очередь то, что я говорил, это R1A. Сюда же мы отнесли и те гаплогруппы N1C, N1A, которые больше характерны к северным народам, в том числе и финнам, но не сибирским народам. Сибирских народов мы отдельно, вот Урал, Сибирь, у нас таким фиолетовым цветом. Ну и есть Азия и Восточная Азия. Вот 9%, вот, если так средний процент взять, Восточная Азия, это имеется в виду Монголия, в общем, Дальний Восток, тем самые, что есть монголоидные народы. А Азия — это потомки тоже степных культур. В теории они в свое время там образовались где-то в Прикаспии, Южный Урал, возможно, где-то юг-западной Сибири. Но почему мы назвали просто азиатской ее? Потому что если бы мы назвали, допустим, Центральная Азия, а, как правило, Центральная Азия, мы понимаем как раз Восточную Азию, то есть Центральная Азия, есть термин, это туда вот Монголия и все остальное туда относится. Если бы мы назвали Средняя Азия, то, понятно, это Узбекистан, Таджикистан. Короче, чтобы не путаться, мы просто вот назвали это азиатские группы. В общем, у нас вот такой вот набор гаплогрупп, и он в целом соответствует, поскольку у татар нет эффекта основателя, когда одна гаплогруппа присутствует там у множества людей,
там у тысячи людей, даже больше, там, ну, например, у казахов есть такой эффект, он очень проявляется, там найманов, у них несколько миллионов человек, которые, в принципе, имеют одну генетическую линию. Но поскольку у нас таких эффектов основателя практически нет, то наш набор гаплогрупп более-менее соответствует аутосомному, о чем мы раньше говорили, набору компонентов. В общем, как современный генофонд состоит, мы посмотрели, как он, как тест, каким образом происходит тесты, мы тоже, и результаты тоже посмотрели. А сейчас пробежимся по основным последним статьям по палео-ДНК. И есть в последние годы вышла очень такая большая серия работ именно на территории Венгрии. Венгрии пытаются найти свою венгерскую прародину, сделали много таких публикаций, много исследований. И вот, например, венгерская династия Арпадов выяснилось, что у них гаплогруппа R1, причем это такая степная гаплогруппа, вот у венгерских королей она обнаружена. Но в этой же ветви, там, на всякий случай, вот туда попали и нижегородские татары, вот, ну, а также башкиры. Еще один пример, тоже венгерской династии. Есть уже гаплогруппа Ганадина, скорее такая некая сибирская. Вот. К нему оказался близок из другой работы по Украине образец, который назван Кумана, был найден в Запорожской области в XII века. И опять же у нас в соседних ветвях есть татары, ну, в том числе азербайджанцы. А здесь памятник Самуила Аба, который как раз к этой династии относится. Это одна из работ интересных. В 25 году была сделана. На русском языке она переводится как «Раскрытие происхождения генетического состава забытого народа, исследование населения Карпатского бассейна сарматского периода». Речь пойдет о сарматах, захоронения, которые были на территории Венгрии и Румынии. У сарматов в основном оказались азиатские, как и положено, там, которые типичны по другим работам для сармат, гаплогруппы. То же самое R1A, R1B, но они азиатские. В основном R1A из линии Z93. Но обрати внимание, что там попалась гаплогруппа европейская R1A, M458, которая, кстати, тоже встречается у татар. Но здесь в целом она центральноевропейская, и этот образец по аутосомам скорее местный. То есть попала она куда-то как-то на территорию Венгрии. А вот есть еще ряд образцов. У них восточноевропейские гаплогруппы, которые больше характерны для, наверное, современных славянских. R1 из линии Z280. И это интересно в том, что получается, что сарматы, которые перемещались на территории Венгрии и Румынии, они эту гаплогруппу подхватили где-то в Восточной Европе. Поскольку у татар тоже встречаются такие гаплогруппы, вот как раз из Z280, вот то, что там я показывал, больше 10, около 10% было, вот как раз из этой линии, то, по идее, как объяснение или, можно сказать, как пример того, что если сложились так обстоятельства, что эти группы попали к сарматам, то в теории они могли попасть к тюркам и к нам сюда, в Поволжье. Может быть, с булгарами, может быть, какими-то другими миграциями. Но просто вот я подвожу к тому, что, возможно, происходила некая похожая ситуация в какое-то историческое время, когда эти восточноевропейские гаплогруппы, которые находились в Восточной Европе, также могли как бы попасть, так как к сарматам. Здесь причем, видите как, они именно в сарматское захоронение, то есть можно предполагать, что это сарматы, но с гаплогруппой, с восточноевропейской гаплогруппой. Еще одна работа, тоже этого года, 25 года, генетическая история Великой Скифии, и авторами российскими она была написана. Понятное дело, что там в первую очередь они обращали внимание на скифов, но, тем не менее, там же они посмотрели образцы из Семилукского городища, которое расположено на Среднем Дону и которое не относится к скифам. Напрямую это какое-то местное население, но, тем не менее, связи со скифами там обнаруживаются. И тоже еще они сделали несколько образцов из яноборской культуры,
это Прикамье, то есть это уже как бы географически поближе к нам. Вот в целом представители пьяноборской культуры оказались а, не финно-угорским народом, хотя тоже близки, а ушли куда-то в сторону Сибири. Вот на этой же карте главных компонентов мы можем посмотреть, пьяноборская культура у нас вот такими синенькими ромбиками. Это из статьи карта. Вот они вот сюда вот переместились, где вот как раз у нас есть башкиры, удмурты недалеко. Ну, то есть в сторону Сибири, в принципе, они вот не так далеко и от вот этой области, куда входят и татары. А при этом сами скифы у нас оказались тоже в некой области, которая никак не соответствует ни одному современному этносу. То есть они где-то между финно-уграми, между Европой и вот между Азией. То есть вот это скифы, а здесь для сравнения рядышком расположились сарматы. Еще одна работа, как раз в продолжении предыдущей, генетическое происхождение гуннов, аваров и венгров-завоевателей, работа 22 года. Почему я вообще вот эти все работы о них говорю? То есть работы, видите, они напрямую не связаны как бы с нашим регионом, но тем не менее мы в каждой работе можем что-то присмотреть или провести какую-то параллель, или, может быть, посмотреть, насколько, может быть, они, видите, как и будут касаться нашего региона. Вот, поскольку по нашему региону целенаправленных вот работ нету, поэтому вот мы вынуждены обращаться к тем публикациям, которые вот уже вышли. Тем более столько, сколько венгры набрали образцов, не скоро у нас в стране наберется. И, в принципе, много образцов они набрали именно и на территории России, что как бы для нас тоже очень интересно. Это из этой же работы. Сейчас не буду показывать вот эту схему, просто покажу, к чему они пришли. Значит, о выходцах именно венгров, венгры-завоеватели. То есть авторы предполагают, что вот где-то в Южной Сибири была сформирована вот такая вот группа прото-угров, которая была связана с северными народами и с Межовской, которая связана больше с Южным Уралом, археологической культуры. В итоге у нас вот, если мы посмотрим, сформировалось вот это вот тоже зелененькое ядро. Они пишут, что вот для венгров это ядро, азиатское ядро, откуда они как бы вышли. То есть авторы в итоге предполагают, что именно отсюда был основной исход предков венгров. И видите, они показывают, что с этими венграми как бы на них повлияли древние хунну, и на них повлияли ранние сарматы. И в итоге вот эта вот смешанная популяция появилась, и отчасти из этой же популяции вот вышли манси. Вот согласно, значит, этим авторам. И здесь мы видим, что у хуннов была отдельная миграция на запад, где они смешались также или вошли в контакт с ранними сарматами, и уже объединившись, вот если мы на этот слайд посмотрим, вот они создали империю гуннов, то есть они уже превратились в гуннов, вот на территории Европы. А предки венгров вот немножко сдвинулись, получается, на запад. И в итоге, получается, когда гуннов сместили авары, на место этих аваров вот уже пришли предки венгров. Вот такая теория, получается, вот согласно этой работе. Так, еще одна работа по венграм. Это из предыдущей работы. Значит, я просто выписал представителей авар, гуннов, древних венгров. У многих у них уже оказались европейские гаплогруппы, то есть пока они шли в Европу, они где-то подхватили, или, возможно, в Европе подхватили европейские гаплогруппы. Но, собственно, вот эти гаплогруппы А1А, Р1Б, Е1Б, но все они монголоиды, как выяснилось. То есть получается, что вот эти европейские гаплогруппы включались в круг вот этих народов, аваров, гуннов и древних венгров, но оставались как бы вот в составе вот этой вот
кочевой культуры. Так, еще одна работа, тоже по венграм. И не по венграм, по аварам, но на территории Венгрии. Я на нее обратил внимание, потому что вот там был изучен, помимо всего прочего, там был еще изучен могильник, который утилизуется ракоцефальф. Вот. Так вот, там оказались гаплогруппы, видите, J1 и J2B. Вот эта J2B, она параллельно гаплогруппе J2B, которая массово присутствует у татар, которых принято называть мишарями. То есть практически в любой группе мишарей, какой бы ни было, мы всегда сможем найти эту гаплогруппу. Здесь я не говорю о том, что они родственники, прям прямые родственники, и татарские J2B связаны непосредственно с этой линией. Здесь просто я провожу как бы опять параллель о том, что похожая гаплогруппа при стыке или при взаимодействии с какими-то кочевыми сообществами вот стала частью этого кочевого сообщества. Сама татарская гаплогруппа J2B, с которой я вообще начал, она тоже считается как бы европейской, но скорее пришла в Поволжье как-то там мимо Балкан или, опять же, Венгрии. Вот, к сожалению, невозможно пока проследить, каким образом она к нам попала. Тоже одна из последних работ — это репринт работы. Наверное, она скоро выйдет. То есть мы до этого говорили о Восточной Европе. Мы до этого времени говорили о Восточной Европе, говорили о том, что к этим волнам кочевников, которые в то древнее время проникали в Европу, они проходили мимо Восточной Европы, и восточноевропейцы к ним включались, то есть где-то что-то похожее, возможно, происходило и с татарами, точнее, с предками татар. Татар-то в те времена еще не было, то есть мы говорим о достаточно старых временах, и, скорее всего, это происходило где-то там в районе Подонья, и когда изучаю гаплогруппы, где-то в этом отчете одна из мыслей, мы рассуждали там, откуда у татар могут быть европейские гаплогруппы, и как раз тоже, по крайней мере, по части вот этих гаплогрупп R1 мы предположили, что где-то в первом тысячелетии они проникали в район Подонья, встречались с группами тюрков или степняков других и включались в этот круг, и уже как тюрки они пришли к нам сюда, в Поволжье, может, с булгарами, может быть, с какой-то другой миграцией, но именно тогда, уже в старое время, они были включены, в древнее время, они уже могли быть включены как бы в состав тюрков. Ну, конечно, были и другие линии, то есть, которые там на севере включались, но вот в данном случае хотелось именно про определенную часть европейских гаплогрупп, причем даже у современных европейских гаплогрупп, вот этих R1, несмотря на то, что они характерны для Европы, они обнаруживаются и в других народах, там на Кавказе, например. Опять же, они обнаруживаются тех же крымских татар. А вот если заглянуть на татарские группы, вот у меня еще один вопрос такой встречный. Как вы думаете, вообще какие современные этносы можно назвать? Я уж прошу прощения, конечно, может быть, не очень научный вопрос, или совсем не научный. Вот как вы считаете, какие этносы можно назвать идеальными золотоордынцами? Ну и тюрки, понятно, да. Чуваши с Золотой Ордой, наверное, вряд ли связаны. Крымские татары, Вот крымские татары, например, нагайцы. нагайцы. Но если мы еще посмотрим на западных групп, вот, например, польско-литовские татары, да, здесь известно, что это представители ордынцы, которые в свое время там перешли в подданство Великого княжества Литовского. Например, касимовские татары. Это на территории Рязанской области, но в отличие от мишарей, это пришлые татары, которые пришли изначально с царевичем Касимом, когда ему дали землю
вот на территории где город Касимов, и он, соответственно, пришел со своим отрядом из 500 всадников. И, в принципе, мы тоже можем предполагать, что касимовские татары это тоже как бы ордынцы. Вот. Но когда мы стали собирать или пополнять нашу базу, то выяснилось, что и у касимовских татар достаточно большая доля тоже европейских гаплогрупп. И у европейские гаплогруппы встречаются и у польско-литовских татар, они встречаются у крымских татар, они даже встречаются у нагаев, хотя мы точно знаем, что нагаи пришли как и из Азии, из района, из Южного Урала, да, и только в XVI веке они перебрались на правую сторону Волги, вот, но у современных нагаев, даже мы у них можем найти европейские гаплогруппы, I2A, тоже R1A. Вот, причем интересно, что вот на первом плоте, который я показывал, вот эта карта, где с областями, они называются еще плотами, вот на первой карте, которую я показывал, нагаи, они как бы сблизились с каракалпаками, и есть ряд версий, что каракалпаки — это тоже часть Ногайской Орды, когда-то очень рано, восточная часть, которая очень рано откололась. Но вот у каракалпаков этих европейских гаплогрупп нет. Скорее всего, у нагаев, имеется в виду те нагаи, которые живут на европейской части, они уже какие-то местные, там, из местных кочевых групп эти европейские гаплогруппы подхватили. И я подвожу к тому, что, в принципе, европейские гаплогруппы, наряду, естественно, с азиатскими, уже существовали вот в Западной степи. И они могли также находиться в составе Золотой Орды, но с изучением Золотой Орды у нас еще большие вопросы. Вот. Но, тем не менее, поскольку у нас большая доля, помимо, помните, я показывал, чисто азиатских гаплогрупп и восточноазиатских, там больше 20%, а учитывая то, что татар по последней переписи там почти 5 миллионов, то вот эта доля, это 1/5 доля, там, то есть почти миллион у нас, если наша выборка более-менее там соответствует или распространяется на все количество, то вот практически миллион у нас носителей азиатских гаплогрупп, поэтому пренебрегать азиатскими гаплогруппами мы никак не можем, учитывая то, что к азиатским гаплогруппам у нас включились южные гаплогруппы, у нас включились какие-то еще европейские гаплогруппы, то есть вот этих степных гаплогрупп, или там компонентов, можно сказать, да, достаточно много, поэтому этим никак нельзя пренебречь. Вот. И есть одна работа, я сейчас на нее обращу внимание, о том, как происходили популяции, тюркоговорящие популяции, точнее. Вот. Работа в Гарварде была сделана, ждем ее публикации. Авторы обращают внимание на буланкабийскую археологическую культуру. Эта группа считается как бы гунно-сарматского периода, на Алтае расположена. Вот она, вот здесь нарисована на карте. Соседствует с культурой Кокпаш. И авторы предположили, что в какой-то период времени с этой культурой стали взаимодействовать выходцы от хуннов. То есть какая-то часть хуннов смешалась, получается, а другая часть хуннов не участвовала вот в этом смешивании, а оказалась потом напрямую в Европе, и там уже смешались с какими-то европейскими популяциями, древними европейскими популяциями. И авторы заключают, что вот эта отдельная ранняя миграция это носители так называемого лир-тюркского языка, который сохранился пока только у чувашей, больше его нигде нет. Согласно вот этой классификации, все остальные тюрки говорят на так называемом шаз в тюркском языке. Вот. И шаз, тюркский язык, получается, согласно этим авторам, как раз образовался или сформировался только там, где произошло смешивание вот с этой кубан-кабинской культурой. В какой-то момент произошло смешивание, получается, вот с кубан-кабинской культурой, вот шаз, тюркский язык, именно отсюда пошел. Вот. А другие хунну, я сказал хунну, здесь еще есть народ Сяньби, да, древний народ.
И вместе, вот видите, вот с этими южными популяциями вот образовались ранние монголы. Соответственно, вот наш источник шас-тюркского языка, у него были несколько миграций уже именно как носителей шас-тюркского языка и на запад, и на восток. Вот. В эту же миграцию уже включились и монголы в свое время, и центральноазиатские тюрки. Ну, собственно, это вот последний слайд по распространению или, скажем так, разделению шас-тюркского и лип-тюркского языка. Собственно, авторы считают, что вот эта булан-камбинская культура присутствует у всех носителей этого шас-тюркского языка. Булан-камбинское — это гуно-сарматское время, то есть считается наследником пазарякской культуры. Мы уже вернулись к нашему времени. Я просто хотел сказать, в чем сложность как бы более глубокого изучения татарской истории. Здесь на карте у нас обозначены исторические области: Касимовское ханство, Мещера, Казанское ханство, которое тоже делилось на исторические области, там горная сторона, вот, с восточной стороны так называемая Беловоложская земля. Вот. Это Сывлан-Иренская группа, Тахчия, так называемая область. Ну вот Карина на Вятке — это каринские татары, бессермяне и каринские князья. Так вот, эти исторические области, которые зафиксированы где-то у нас, получается, с 16 там, конец 15 века, мы знаем, что они уже существовали. Но, например, по Казанскому ханству, по жителям Казанского ханства и по археологическим исследованиям мы знаем, что они перешли Каму, основное население, то есть они тоже здесь существовало, но основной массив населения все-таки был на левом берегу Камы, в районе Булгара. То есть эти все области — это уже более поздние области. Население проживало здесь, потому что здесь основной массив, получается, золотоордынской там, и булгарских времен. И уже достаточно сложно нам восстанавливать или проводить вот эти как бы линии, которые являются неразрывными, непосредственными. Еще сложнее это, например, с мишарями. Мы знаем, что основной коренной массив мишарей жил на западе Мордовии, в Рязанской области, и мы их там фиксируем в начале XVI века, а где они проживали изначально в XV веке, тоже достаточно большой вопрос, и можно как бы пока на уровне гипотезы говорить, что все-таки они проживали изначально где-то южнее, возможно, на территории Пензенской области, может быть, Саратовской области, и только уже позднее население сдвинулось на север, в более лесистые области, и уже мы их фиксируем именно с письменных источниках здесь. И таким образом, получается, мы даже, подходя к XV-XIV веку, не можем с уверенностью говорить о вот непрерывности, ну, по крайней мере, говорить-то мы можем. А подтверждать это источниками какими-то или наполнять это источниками мы пока не можем, мы только можем догадываться. И я вот подвожу к тому, что, видите, у нас сложность даже сделать реконструкции 14-15 век. Куда сложнее выводить себя к еще более древним, более старым народам. Вот. И как мы видим, даже здесь ДНК пока не помогает, но, возможно, когда эта база пополнится палеообразцов в нашем регионе, там, нам будет попонятнее.